Раньше я всегда на поезде ездил. В дороге никому до нас не было дела. Такого количества расспросов и проверок не было. А сейчас, особенно молодежь, сильно мучают. Паспорт могут отобрать. Боятся теперь люди ездить. Между самолетом и поездом 60-70 долларов разницы. За 4 дня на поезде эти же деньги уйдут на еду. При этом столько проблем на границе. Ездил поездом. Сейчас чуть ли не каждый поезд задерживается на границах, иногда более чем на двое суток. Не могу так. Железные дороги Таджикистана продолжают терять пассажиров. Если еще 5-6 лет назад большинство выезжающих в трудовую миграцию таджикистанцев выбирали поезд из-за низкой цены на билеты, то сегодня они предпочитают самолеты. Разница в цене составляет порядка 20%. И люди готовы расстаться с этими деньгами, чтобы сэкономить время и нервы. Поезд идет из Душанбе в Москву около 4 дней, преодолевает 4 границы, и на каждой таджикистанцев ждут многочисленные проверки и унижения со стороны правоохранительных органов, которые занимают иногда по 10-15 часов. Таможня отдельно проверяет, граница отдельно проверяет, санитария, ветеринария, все всевозможные структуры, которые работают на границе той или этой страны, они заходят, они по очереди проверяют, ищут сумки, заставляют декларировать личные телефоны, фотокамеры или планшеты, или вот что-то, что из бытовой техники с собой. По словам экспертов, в области транспорта основные проблемы возникают у таджикистанцев на границе с Узбекистаном. Таможенники конфискуют незадекларированные телефоны, даже проверяют память электронных устройств, фотокамер, перетряхивают багаж и грубят пассажирам. Таджикские наши поезда, наши проводники, наши бригадиры поездов по этому маршруту, как я увидела, не имеют никакого влияния. За то, что просто один из наших пассажиров купе бросил окурок на станции Кудукле, это приграничная с Узбекистаном, этого молодого человека высадили и сразу депортировали. Вот просто и никто из наших ответственных за поезд не заступился за него, потому что, говорят, бесполезно. Защитить своих пассажиров от произвола различных приграничных структур руководство ТЖД не может. Это единственный железнодорожный путь, который связывает Таджикистан, находящийся в транспортном тупике, с Россией. По нему проходит половина экспортируемых и импортируемых товаров. И на конфликт идти не хочется, говорят эксперты. Ответные меры принять тоже не получится. Соседние республики уже не используют железные дороги страны для транзита своих грузов. Узбекистан построил несколько веток в обход Таджикистана. Раньше через наши железные дороги транзитом шли товары в Узбекистан и Казахстан. Всего от 17 до 18 миллионов тонн в год. В 3 раза больше, чем внутренние перевозки. Этот транзит обеспечивал основной доход ТЖД. Сегодня мы осуществляем только внутренние перевозки. Таджикская железная дорога получает регулярное государственное финансирование, налоговые льготы и преференции. При этом не может стать доходным предприятием. Все же банкротство ожидать не стоит. Государство не позволит развалиться компании. Примерно через месяц будет сдана новая ветка дороги, которая выведет Хатлонскую область из транспортного тупика. Но доходов от нее ТЖД вряд ли получит в ближайшие годы. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.